Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Торжественное мероприятие, посвященное столетию Республиканской санитарно-эпидемиологической службы, прошло в городе Гал. В Сухумской крепости прошла открытая экскурсия и лекция о важности сохранения исторического облика городов Сухума и Нижнего Новгорода. Специалисты из России начали точечный ремонт кровли в детской школе искусств имени Ковача. Бадрагунба направил поздравительный адрес президентам Республики Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге Сааведри Росарио Мурильо по случаю празднования Дня независимости. Абхазия высоко ценит дружественные отношения с Никарагуа и придает большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества между нашими странами. Мы уверены, что наше взаимодействие в духе уважения и взаимной поддержки будет последовательно развиваться во благо наших народов, отмечается в поздравлении. Вопросы сотрудничества в области общественно-патриотического воспитания молодежи, обмена опытом, поддержки ветеранов обсудил вице-президент Беслан Бигвава с заместителем начальника департамента общественно-патриотических проектов Управления президента России по общественным проектам Павлом Рыжинским и федеральным представителем Ассоциации ветеранов СВО Александром Урюпиным. В ходе пребывания в Абхазии Павел Рыжинский и Александр Урюпин намерены посетить районы Абхазии, возложить цветы к памятникам защитникам Абхазии и встретиться с представителями ветеранских организаций. Республиканской санитарно-эпидемиологической службы исполнилось 100 лет. В честь знаменательной даты в городе Гал прошло праздничное мероприятие, в котором приняли представители руководства страны и района. СЭС Абхазии была создана в 1925 году. В разные годы ее специалисты боролись с малярией, туберкулезом, кишечными инфекциями, а в новейшее время сыграли ключевую роль в противодействии пандемии COVID-19. Сегодня служба объединяет эпидемиологов, микробиологов, вирусологов и других специалистов. Репортаж Шазины Ханагуа. Вековой юбилей санитарно-эпидемиологической службы Абхазии отметили в восточной части республики, в Гале. Место выбрано не случайно. Именно здесь, в прошлом веке, в частном доме появился первый санитарный пункт в самом Самурзахане. Торжество началось с трогательной церемонии возложения цветов. Мероприятие продолжилось в Доме культуры. За столетнюю историю санитарно-эпидемиологическая служба прошла длинный славный путь. От скромных первых шагов становления до современного высокого уровня, где глубокие знания, накопленный опыт и высокая ответственность специалистов являются надежной опорой в сохранении самого ценного – здоровья нации. Торжество открылось приветственными словами. Глава района Константин Пиля тепло поздравил собравшихся с вековым юбилеем и поблагодарил всех сотрудников за их самоотверженность, профессионализм и верность призванию. Мы все помним, как во времена ковида, как боролись самоотверженно сотрудники, в первую очередь СЭС, сотрудники вообще всей системы здравоохранения. Сколько было тяжелых случаев, как вытаскивали прямо с того света за волосинку людей. Нету ни одной семьи, кого бы не коснулась бы эта беда. И ваш самоотверженный труд спас очень много жизней. Спасибо вам и низкий вам поклон. Министр здравоохранения Эдуард Бутб от имени всего медицинского сообщества и от себя лично выразил глубокую благодарность руководству, врачам и ветеранам санитарно-эпидемиологической службы Абхазии. Он подчеркнул, что на протяжении века служба неустанно оберегает здоровье нации, ежедневно решая жизненно важные задачи по обеспечению благополучия граждан. Особое внимание было уделено сложным периодам, таким как борьба с пандемией COVID-19, когда профессионализм, самоотверженность и преданность делу сотрудников позволили защитить здоровье тысяч жителей республики. Врачи-эпидемиологи, микробиологи, вирусологи и весь персонал службы продемонстрировали высокий уровень компетентности и ответственности.
Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам службы, которые заложили прочные традиции добросовестного служения народу и государству. Ваш опыт, знания и преданность профессии являются примером для молодого поколения специалистов. В этот знаменательный день желаю всем сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы крепкого здоровья, профессиональных успехов, новых достижений в деле охраны здоровья населения. Впервые должность санитарного врача была введена в начале 1913 года. Первым санитарным врачом Абхазии стал Александр Григоля. Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева сосредоточила внимание на последних 30 годах. Она отметила ключевые достижения этого периода. Мы постоянно наращиваем перечень проводимых исследований, что позволит в кратчайшие сроки устанавливать диагноз инфекционным больным, проводить мониторинг питьевой и морской воды. Многие наши сотрудники прошли обучение в научных учреждениях Российской Федерации и являются высококлассными специалистами. Я хочу поблагодарить Российскую Федерацию за то, что очень много помощи было оказано нашей службе и до ковидной эпидемии, и в ковидную эпидемию. И сейчас не оставляют нас своим вниманием, своими методическими советами, обучением сотрудников и в целом оказывают большую помощь. На торжественном собрании были озвучены имена врачей, которым присвоены почетные звания Республики Абхазия. Почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» получили Тинатин Джоджуа, паразитолог Галской СЭС, посвятившая медицине 48 лет. Валентина Зайцева, паразитолог СЭС Сухума с 30-летним стажем. И Ирина Степанова, главврач Гулрыбжской СЭС, чей профессиональный путь насчитывает 36 лет. Почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» присвоено Бейли Лазба, бактериологу Гудаутской СЭС с 42-летним стажем. Многие сотрудники были отмечены ведомственными медалями и грамотами Министерства здравоохранения, а главврача Республиканской СЭС Аллу Беляеву удостоили медали за заслуги перед отечественным здравоохранением. Какой же праздник без музыки и танцев? Со сцены звучали любимые знакомые мотивы – абхазские, русские народные мелодии, переплетенные в единое музыкальное полотно. Районный эстрадно-фольклорный ансамбль «Мурзакан» подарил публике массу теплых эмоций, а народные танцы буквально зажгли и сцену, и зрителей. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. По окончании парламентских каникул депутаты приступили к своей работе. 15 сентября состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов, которое провел спикер Лаша Ашуба. Депутаты обсудили планы ближайшей деятельности, в том числе вопросы, связанные с рассмотрением отдельных законопроектов на предстоящих заседаниях осенней сессии. В ходе совместных учений «Запад-2025» российские и белорусские военные впервые систематизировали накопленный опыт использования беспилотника, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Интервью с ним опубликовано в телеграм-канале военного ведомства. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, сказал министр. Также, по его словам, удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Краснодарского края. Действующий глава региона набрал 83,17% голосов. Кондратьев занимает эту должность с 2015 года. Соперниками действующего губернатора выступали Александр Сафронов, КПРФ, Иван Тутушкин, ЛДПР и Денис Хмелевской, «Справедливая Россия за правду». Директор НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, доктор медицинских наук, профессор Зураб Микваби отмечает 75-летний юбилей. Юбиляр является кавалером ордена Леона, ордена Ахисапша третьей степени и заслуженным врачом Абхазии. Среди тех, кто поздравил Зураба Ясоновича, была Гундашова. Директор научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Микваби отмечает свое 75-летие, находясь на рабочем посту. Его жизнь – пример преданного служения медицинской науке. Он внес существенный вклад в развитие этой области.
особенно в изучении современных методов лечения огнестрельных ранений костей и суставов. Эта тема стала основой его докторской диссертации, успешно защищенной в 2013 году. Коллектив родного института, который он возглавляет с 2009 года, коллеги, ученики, собравшиеся в кабинете юбиляра, пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, новых научных открытий и дальнейших успехов в развитии медицинской науки Абхазии. Зураб Миквабия не только выдающийся ученый, но и талантливый организатор. Он уделяет большое внимание подготовке молодых кадров, передавая им свой богатый опыт и знания. Коллеги и ученики отмечают его высокий профессионализм, принципиальность и преданность делу. Особое внимание в научной деятельности Зураба Миквабия уделяется сотрудничеству с российскими научными учреждениями. Благодаря этому партнерству институт успешно реализует совместные исследовательские проекты, обменивается опытом и знаниями, что способствует повышению квалификации сотрудников и расширению научных горизонтов. За то, что сохранили такой великолепный институт, технологии сохранили уникальные рецептуры, которых нет вообще ни в России, ни за рубежом. Соответственно, сохранена технология по работе с лабораторными животными. Мы хотели бы, во-первых, сердечно поздравить Зураба Ясоновича с днем рождения, пожелать счастья, здоровья, успехов, что действительно вкладывается, сохранены великолепные кадры. Мы познакомились с вашей компанией в Санкт-Петербурге на международной конференции GLP Planet. Высоко подготовленные специалисты. Сейчас происходит обмен опытом. На основании опыта, который есть в институте, и наших инвестиций, возможно, родиться новые сорта корма для лабораторных животных, для лабораторных обезьян, которые будут уже поставляться и в Курчатовский институт, которые будут поставляться во все научно-исследовательские институты России и ближнего зарубежья. Юбиляр сердечно поблагодарил гостей за их внимание. Теплые искренние поздравления, прозвучавшие в его адрес. Он особо подчеркнул ценность дружбы и поддержки, которые сопровождали его на протяжении многих лет, помогая преодолевать трудности и радоваться успехам. В своей речи он также отметил, что каждый присутствующий сыграл важную роль в его жизни, оставив незабываемый след в сердце и памяти. Я бы вначале хотел бы поблагодарить вас, всех, которые сегодня с самого утра мне звонят, поздравляют. Если честно сказать, я этот день не очень люблю, свой день рождения. Я в этот день стараюсь, как бы это сказать, улепетнуть из города. Вот, у меня есть домик на Двуречье в горах, и я с удовольствием там провожу этот день. С несколькими друзьями. Я мечтаю, чтобы наш институт стал хотя бы немножко похожим на тот институт, который был до войны. Наверное, это быстро не делается, но я, весь наш коллектив делаем все для того, чтобы это случилось. Зураб Миквабия награжден орденом Леона, орденом Ахцепша третьей степени, академик Абхазской академии наук, академик Российской и Европейской академии естественных наук, заслуженный врач Абхазии. Он автор и соавтор более 100 научных публикаций. Неоценим вклад Зураба Миквабия в развитие абхазской медицинской науки. Его преданность делу, профессионализм и научная прозорливость служат примером для молодого поколения ученых. Кунда Шоуа, Ахра Амичпа, Абхазское телевидение. 15 сентября свое 85-летие отмечает Сергей Михайлович Бебе. Выдающийся ботаник и лесовод, доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии. Он занимает почетное место как в отечественном, так и в мировом научном сообществе. Неоценим вклад ученого в науку о лесе и его сохранении. Сергей Бебе – лауреат Государственной премии по науке имени Дзидзаря. Он награжден орденом Ахцепша второй степени, ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» и заслуженный работник
работник Высшей школы Республики Абхазия. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и Президиум Академии наук Абхазии поздравляют Сергея Михайловича с юбилеем. Желают ему крепкого здоровья и творческого долголетия. 9 сентября во время ливневых дождей пострадали проселочные дороги Гулрыбского района. В их числе дороги в селе Багмаран. Со дня выпадения осадков здесь ведутся работы, задействована вся техника. Гусеничный экскаватор, фронтальный погрузчик и 2 КАМАЗа. В селе размыло дороги, но дома подтоплены не были. Несколько домов подтопило в поселке Каштак, но в тот же день пострадавшим была оказана помощь. По поручению главы администрации Саида Харазия ремонтные работы в районе будут проводиться поэтапно. Вы знаете, 9 сентября рано утром пошел дождь. Если назовем дождем, это не дождь, ливень, до невозможности. Все, что возможно было затопить, затопило. Главная дорога, вот где мы сейчас стоим, все дороги, которые поднимаются наверх, это сельские дороги, затопило до такой степени, что нельзя было ходить, не двигались машины, все перекрыло трубы, где-то снесло, где-то там затопило, одним словом, сверху, которая вот вода шла, затопило все возможное. И поэтому это произошло рано утром, и уже в час дня были предприняты все меры для того, чтобы устранить все то, которое произошло. То есть глава администрации района Харазия Саид Геннадьевич дал команду, и все, кто мог и должен был быть здесь, все были здесь с техникой и начали проводить работу. Уже вот 7-й день, значит, по нашим работам, и техника еще будет здесь работать 10 дней. Я могу вам уверенно об этом сказать, потому что так как пострадало это село, в Багмаране, в Гулрыбском районе особо каких-то статусов не было. Помимо, значит, села Багмаран, мы должны провести работы еще в селе Мертхалу, значит, и там пострадали дороги, но не так значительно, как здесь. Еще Верхний Пщап у нас пострадал, но мы поэтапно будем проводить ремонтные работы и дорог, и ливневок, вот, помогать гражданам нашего района. Здесь вымыло дороги, есть такие местности высокогорные, откуда, где живут люди, заезда практически не было. Вот, мы сразу отреагировали, сделали заезд, чтобы люди могли выезжать с домов своих, у кого в школу детей везти. В новом районе по 2 улицам Северная и Аргун завершаются работы по устройству дорожной инфраструктуры. Также в новом районе в ближайшее время начинаются работы по ремонту коммуникаций по улице 30 сентября и улице Агрба. Уже заказаны все необходимые материалы. Кроме того, в Гудаутском районе проводятся работы по улицам Пушкина и Керас. Сегодня в новом районе завершаются работы по 2 улицам. Это улица Северная и улица Аргун. Небольшой протяженности, по одна 500 метров, другая 128 метров. Также в новом районе в ближайшее время начинаются работы по ремонту коммуникаций по улице 30 сентября и улице Агрба. Уже заказаны все необходимые материалы, которые прибудут, уже начали прибывать. Мы сейчас готовим площадку для складирования, и в ближайшее время там начнутся активные работы по демонтажу. Также в Гудаутском районе проводятся работы по улицам Пушкина и Керас. На текущий момент по улице Пушкина уже полностью проведены подготовительные работы. С завтрашнего дня начнется укладка асфальтобетона. По улице Керас осталось провести работы по 4 кварталам. И в течение сентября месяца работы по ним будут закончены. Параллельно по 23 июля, по улице 23 июля в городе Гудаута также будут осуществляться подготовительные работы. И в течение сентября месяца планируем начать проводить работы и по этой улице. В Ачамчирском районе уже закончены работы по 3 улицам. Это улица Чурая, улица Войнахская и улица Воронова. Сейчас планируется перенос техники на Моквинскую дорогу для того, чтобы к празднику успеть провести работы по устройству асфальтобетонного покрытия село Мыку.
И параллельно проведены уже работы, завершены в городе Сухум по улице Фазиля Искандера и в Кулерипском районе по улице Раштуни в поселке Пшап. В Сухуме специалисты из России начали точечный ремонт кровли в детской школе искусств имени Ковача. Крыша находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Подробности в материале Аэлиты Рутюнян. Детская школа искусств страдает от последствий дождя. Кровля здания давно не справляется со своими функциями и протекает. Когда-то черепичное покрытие было заменено на железное, но этой работе уже более 15 лет. Где-то железо проржавело и пропускает. Сегодня провели осмотр кровли. Обнаружили, что кровля находится в аварийном состоянии, требуется капитальный ремонт его. На сегодняшний день наши сотрудники приступили к точному ремонту кровельного покрытия. На кровле имеются большие протечки в области примыкания фальцевой кровли к стенам, примыкания к вент-шахтам. Сложность заключается в том, что уже покрытие кровельное прохудилось и требуется его уже замена. В школе занимается около 300 детей по разным направлениям – гобой, скрипка, фортепиано, вокал и другие. Конечно же, такая ситуация требует действий, чтобы учащиеся могли полноценно посещать занятия. Достаточно неожиданно с утра у нас был звонок с таким предложением осмотреть нашу школу и по возможности помочь в этих вопросах. Мы, конечно, с удовольствием приняли эту помощь. И вот ребята сегодня осмотрели и уже пришли, и что-то делают. Это, конечно, точечное сейчас решение по самым проблемным местам. Крыша требует, в общем-то, полностью замены, но даже эта работа большой нам пользу принесет большую. В этом году школе исполняется 95 лет. Была она создана при музыкальном техникуме. Переместилась в это здание в начале 60-х годов прошлого столетия. Это историческое здание. Изначально это был пансион «Эллада». Где-то он был построен примерно в 905-907 годах. Потом здесь много было разных учреждений. Тут был и педагогический техникум, тут был институт повышения квалификации. И вот с 60-х годов прошлого столетия сюда перевели музыкальную школу. С тех пор мы находимся тут. Ремонтные работы ведутся по договоренности администрации города Сухум со строительной организацией «Горстройпроект» из Санкт-Петербурга. Аэлита Рутюнян, Ахрамичпа, Абхазское телевидение. 24 объекта на проспекте Аяра в Сухуме будут оштрафованы за работу с нарушением правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба МЧС. Управление пожарного надзора провело внеплановые проверки в столице республики. Детально-техническому обследованию были подвергнуты всего 74 объекта. Основными нарушениями правил пожарной безопасности стали отсутствие первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации, монтажа электрооборудования. Почему некоторые иностранные студенты выбирают обучение в ВАГУ? Какие перспективы открываются у них после обучения? Ряд студентов из Сирии получили стипендию на 9-месячный курс русского языка в Абхазском государственном университете. По результатам курса они могут продолжить обучение в абхазских вузах в следующем учебном году. Я изучала русский язык в Дамасском государственном университете. Почему выбрали обучение в Абхазском государственном университете? Сначала, потому что хочу продолжить учебу, степень магистратуры, и мы рады нам дали этот шанс, и потому что уровень учебы в государственном Абхазском университете на высоком уровне. Какие перспективы вы видите после обучения? Я думаю, что в Абхазии есть много возможностей и для учебы, и для работы. Я планирую, что после окончания учебы найти хорошую работу или вернуться в Сирию и передать все знания и опыт, который я получила за время моего обучения. Приветствую. Меня зовут Амар Ашшава. Мне 22 года, студент Дамасского университета. Сейчас я стремлюсь окончить свое обучение в Абхазском университете. Абхазия для меня вторая родина. Нас, черкесов, в Сирии довольно много. Я думаю, что в Абхазии нам будет несложно найти общий язык, особенно учитывая,
что многие традиции общие, такие как праздники, а общие в культурах танцы. Конечно же, подобное сотрудничество укрепляет отношения. Студенты по обмену делятся опытом и могут помочь друг другу открывать новые двери и помогают в обмене опытом в педагогической сфере. Пространство дружбы Сухум Нижний Новгород. Под таким названием в Сухумской крепости прошла открытая экскурсия и лекция о важности сохранения исторического облика городов. Мероприятие было организовано в рамках международного экопроекта по развитию побратимских связей. Анна Лачхинджерия расскажет детали. Свежий воздух и натуральные декорации. Послушать лекцию в такой атмосфере не только интересно и полезно, но и незабываемо. Послушать о важности сохранения исторического облика и работе по подсветке пришли небезразличные люди. На примере набережной Нижнего Новгорода собравшимся рассказали о том, как можно и нужно приукрасить архитектурные объекты того или иного города. Нижневолжская набережная. Если кто был, если кто не был, приглашаем в Нижний Новгород. Это центр притяжения, как у вас. Туристы, сами жители города гуляют. И когда мы сделали освещение фасадов, в том числе там 12 памятников, объектов культурного наследия, тоже это определенная работа, которая не просто «Ой, я хочу, вот это красивое здание хочется подсветить». Нет, был осуществлен подбор зданий. Собственниками помещений этих зданий, а это разные и частные лица, и государственные органы, и муниципальные органы, были проведены мероприятия согласования, да, каким образом будут подсвещаться эти фасады. Сегодня у нас пока такая знакомительная встреча. Мы планируем провести еще ряд мероприятий, лекций, презентаций, где визуально продемонстрируем, какие объекты мы уже подсветили в Нижнем Новгороде, какие объекты планируем подсветить в городе Сухум. Как подсветить здание так, чтобы оно выглядело не пятном, а подчеркивало бы красоту объектов? Вот о чем шла речь на открытой лекции. Архитектурно-художественная и светодинамическая подсветка – важный элемент в оформлении города. Некоторыми особыми секретами делились на месте. И дело в том, что мы приехали с вами поделиться опытом, который имеет наш город. Началось это еще с дней празднования 800-летия, когда мы осуществляли архитектурно-художественную подсветку наших объектов, исторических зданий, в том числе делали благоустройство. И в наших побратимских отношениях это важно – поделиться опытом и показать, как можно достопримечательности подсветить, в красивом свете представить. Далее гостям провели экскурсию по территории Сухумской крепости. Им показали и рассказали о местных артефактах и об истории рождения современного Сухума. И экскурсия замечательная, и всегда было интересно, что же здесь находится. И то, что наконец-то мы имеем возможность посетить, посмотреть и как-то прикоснуться к истории, огромной истории Абхазии, это прям замечательно. Пришла, прочитала в телеграм-канале и пришла вот на это мероприятие. И осталась очень довольна и очень познавательно. И девочка-экскурсовод рассказывала очень доходчиво, очень гостеприимно, я бы даже сказала. Так что хочется еще приходить сюда не раз и смотреть все еще экспозиции несколько раз. В рамках экопроекта между побратимами и городами Сухум и Нижний Новгород рассматриваются исторические объекты для дальнейшей архитектурной подсветки. Среди них здание администрации Сухума, замок Баграта, столичная колоннада и, конечно, Сухумская крепость. Анна Лачхинджерия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. От 10 до 30 тысяч рублей в месяц будут получать абхазские спортсмены. Государство запустило программу, куда вошел 41 спортсмен, представляющие разные виды спорта. Наибольшее количество выплат получат борцы вольного стиля – 15 человек. В списке также 8 боксеров, 3 спортсмена греко-римской борьбы, по 2 представителя самбо, карате, кёкусинкай и шахмат. Ежемесячная поддержка предусмотрена и для спортсменов по тайскому боксу, тяжелой атлетике, настольному теннису, фигурному катанию и дзюдо. На реализацию программы в этом году выделено 4 миллиона 800 тысяч рублей. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки.
Во вторник, 16 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и днем преимущественно без осадков. К вечеру местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 21-26 градусов. Температура морской воды плюс 24. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.